Ударная стройка. Этот термин появился в СССР и означал, что за короткое время надо построить что-нибудь нереальное. Например, город посреди тундры, железную дорогу посреди тайги, гидроэлектростанцию посреди реки и соединить Белое море с Онежским озером или Волгу с Доном. И да, за 2 года. И хрустальный мост за ночь, как в сказке. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», говорили комсомольцы тех лет и получали нет, не щуку говорящую, а комсомольскую путевку и лопату. Многие ударные стройки были комсомольскими. Молодежь ехала в труднодоступные и малообжитые районы за идею, за компанию, за романтикой, за жильем. Самые важные ударные комсомольские стройки имели статус всесоюзных и находились под особым вниманием партии. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». К таким комсомольским стройкам относился и КамАЗ. Все началось в 1969 году. Пиарщики тех лет даже запечатлели экскаваторщика Михаила Носкова, который вынул первый кож земли, и строительство торжественно, или не очень торжественно, началось. За каких-то 6 лет практически на пустом месте был создан гигант грузовой автомобильной индустрии. Общая площадь зданий более 3,5 миллионов квадратных метров. Проектная мощность 150 тысяч автомобилей в год и 250 тысяч двигателей, дизельных двигателей. В оснащении КамАЗа участвовали 2000 советских предприятий и более 700 иностранных компаний из 19 стран. Из США – технологические части литейного завода, из Франции – проект завода двигателей, из Германии – технологии производства коробок передач. Было установлено 700 различных автоматических и полуавтоматических линий. Для 70-х это было круто, любили тогда размах. В строительство и оснащение КамАЗа было вложено более 4 миллиардов рублей. Для сравнения, БАМ оценивается в 17,5 миллиардов. Кстати, эта дорога считается самой дорогой из всех ударных строек. А современный Крымский мост обошелся почти в 228 миллиардов российских рублей, что примерно 1,5 миллиарда рублей советских. КамАЗу нужны люди. Людям нужен город. И, как всегда, уже вчера. Команда архитектора-градостроителя Бориса Рафаиловича Рубаненко берется за дело. Они большие специалисты в массовой застройке. Это их команда строила город Тольятти и новые кварталы в Ташкенте. Проекты того времени не отличались оригинальностью, зато были очень практичны. Типовые многоэтажки с типовыми кинотеатрами и типовыми школами. Город строился на вырост, не менее чем на 500 000 человек. Были запланированы широкие проспекты, чтобы будущие автомобили не страдали от пробок, и зеленые зоны, чтобы было где гулять будущим детям. В былые времена, когда человек попадал в какой-нибудь незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг все было чужое. Иные дома, иные улицы, иная жизнь. Зато теперь совсем другое дело. Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нем как дома. Первый автомобиль КамАЗ сошел с главного сборочного конвейера в начале 1976 года. Конструкцию грузовика по опыту ГАЗа рассчитывали купить, но ни Ford, ни Daimler во время Холодной войны не смогли сотрудничать с СССР. Пришлось рассчитывать на собственные силы. Взяли проект «Зила». Там как раз построили опытный образец модного грузовика с кабиной над двигателем, колесной формулой 6х4, способной двигать до 32 тонн. То, что надо. Первое поколение КамАЗа — это всего 3 модели. Грузовик с романтичным названием 5320, самосвал и сидельный тягач. Линейка расширялась. К концу 80-х выпускали уже до 100 тысяч автомобилей в год. С рынком сбыта проблем не наблюдалось. Стране для хозяйства нужны были рабочие машины. Много и разные. Так было до 1990 года. А потом новая государственная политика, рыночные отношения, отсутствие плана, конкуренция. У завода начались проблемы. Огромный конвейер обучен выпускать по машине каждые 6 минут, но и совершенно не обучен реагировать на потребности клиента. И еще одна беда. Пожар на заводе двигателей в 93-м. Идеальный шторм. Гигантский завод получил гигантские проблемы. Не менее гигантскими инвестициями завод вернули в работоспособное состояние, и в 95-м он даже выпустил 3-е поколение грузовиков. Но объемы уже не те. Примерно в эти же годы КамАЗы стали пробовать свои силы на ралли-рейдах. Команда КамАЗ-мастер так ловко научилась гонять по несколько тысяч километров по бездорожью, что стала побеждать именитых конкурентов.
Экипаж 19 раз становился победителями Дакара и других ралли-рейдов, а Владимир Чагин и его спортивные КАМАЗы стали всемирными звездами автоспорта. Бренд КАМАЗ летел впереди самого КАМАЗа. Сейчас на КАМАЗе 5-е поколение грузовиков борется с трудностями импортозамещения. Кроме того, с конвейера выходят автобусы, электробусы, трактора и комбайны. А инженеры экспериментируют с беспилотными вариантами и даже планируют легковые автомобили. Кстати, при определенном упорстве можно даже посетить с экскурсией главный конвейер завода и все увидеть своими глазами. Набережные Челны давно стал городом с населением более 500 000 человек. Название улиц тоже не отличается разнообразием. В каком городе нет? Первый Садовый, второй Загородный, третий Фабричный, первая Парковая, вторая Индустриальная, третья улица Строителей. Есть и улица Бориса Рубаненко, а запланированные им зеленые зоны превратились в парки, скверы и бульвары, где можно приятно погулять. Хочется верить, что все только начинается.